Глава Башкортостана Ради Хабиров отправляется в рабочую поездку по Туймазинскому району. Туймазинский район граничит с Шаранским, Буздякским, Белебеевским и Ермекиевским районами Башкортостана, на западе – с Татарстаном. Район довольно густонаселенный – 132 тысячи жителей. Расстояние до Уфы – 176 километров. Основа экономики Туймазинского района – многоотраслевая промышленность. На предприятиях топливной, медицинской, химической, нефтехимической, машиностроительной, целлюлозно-бумажной, пищевой, перерабатывающей и других отраслей в основном задействованы местные жители. Один из промышленных флагманов муниципалитета – Туймазинский завод автобетоновозов. На территории Туймазинского завода автобетоновозов есть пустующие площади. Они простаивали 20 лет. В ближайшее время здесь планируют создать индустриальный парк Туймазинский. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Ради Фаридович, добрый день. Генеральный директор завода. Клинко Сергей Викторович Герасимов Юрий Иванович, первый заместитель генерального директора. Закиров Фарид Талгатович, индустриальный парк мастер. Главный технолог КАМАЗа Назаров Федор Леонидович. Я предлагаю начать с наследия 90-х. Наш проект, это мы хотим сделать современное предприятие по производству полуприцепной, по развитию малого бизнеса. Мы сейчас расскажем о проекте. В принципе, его уже запустили. Мы решение приняли по переводу с НЕФАЗа полуприцепной техники на площадку Туймазу. Но при этом не простая передача, а ход на новый модельный ряд, совершенно новая линейка и другие уже объемы. В разы увеличены. Что здесь видим? Мы предлагаем в качестве технопарка взять корпус. Он 20 тысяч квадратных метров. Вот он весь корпус. Он уже вычищен. У нас вот идут последние демонтажные работы. В неделю мы заканчиваем. Он уже готовой площади. И 4,5 тысячи АБК. Это под административный, тоже под малый бизнес. Здесь уже тоже резиденты есть. Желание есть у людей работать. Вот в таком стандарте мы готовим помещение. Приглашаю вас приехать посмотреть, как у нас как организовано производство, подготовленные площадки. С удовольствием покажем, расскажем, как работает. То есть это европейский класс. А станки сюда какие будете ставить? Откуда? Здесь будет оборудование часть НЕФАЗа. На 450 миллионов здесь будет закупка. Это лазеры высокоточные, это гибочные машины, это потом гильотина. В общем, там красочное оборудование. Окраска, да. Дробестрой, чтобы получить отличную поверхность. Сборочное оборудование будет современное, будем конвейер делать, потому что, как мы прикинули, нужно будет 50 прицепов, полуприцепов делать в сутки. И мы, Ради Фаридович, получается, в 2 раза увеличиваем численность, в 4 раза увеличиваем выручку. То есть нам будет? 600 человек надо, и в районе 6 миллиардов только 2 первые части проекта дают. Людей-то найдете на работу? Мы с главой района много обсуждаем. Один из основных пунктов принятия решения для этого расширения – это именно то, что есть люди. Ресурсы. А по пожарке это все-таки обсуждали, нет? У нас идет и разработка, и все. Очень трудно распылиться. Вот сейчас прям сказать. У нас все просчитано. Поэтапно вот идет. Мы рассчитываем на эту историю. Конечно. Нет, уже 100%. У них решение принято. Предлагаю тогда по основному производству, там, где сейчас работаем. У нас основное производство, блок цехов, 60 тысяч квадратов. Он состоит из 4 цехов. Окраска, сварочный, механический цех и цех сборки. Это, Ради Фаридович, сварочный цех. Мы через барабаны все проводим. Здесь производятся наши барабаны для автобетоносмесителей. Из 5 частей мы их загибаем на вальцах, свариваем в автомате. Выпускаем по 10 бочек в сутки. А в год сколько вы делаете? Вот сейчас объем растет. Если в том году мы сделали 500, в этом году мы уже 450 вот сейчас сделали. То есть бешеный объем. Это очень здорово. Этот продукт освоен заводом. Технология освоена. Изумительные ценовые показатели, загрузка персонала. Наша задача занять рынок на 70%. Сегодня, а сейчас? Вот 4 месяца прошло, сейчас там 4 у меня висит, а 58%. И я чувствую, мы по апрельским показателям, что мы рынок заберем еще. А приводы здесь чьи? Вы берете где их? Приводы, движок? Вот смотрите, Ради Фаридович, у нас на начало того года было 8 элементов покупных из-за границы. Мы кольца из Китая освоили свое производство. Маслоохладитель был у нас с Италии. Мы в Камских Полянах нашли альтернативу. Потом у нас были пульт управления с Турции. Мы нашли альтернативное исполнение. У нас остается иностранный только привод, редуктор. Ради Фарид, это
будущее тоже. Я вот не скажу, это деталь, которую отдал нам КамАЗ. Она самая сложная, одна из самых сложных, потому что на нее КамАЗ ее не смог сделать. Тут все размеры в сотках друг от друга пляж. Его можно только получить правильной последовательностью сварки. Сегодня мы их делаем 200, но это К5, их будет по 2000, это огромная закладка на нас на будущее. И таких деталей 5-6 нам передали, это будущее заводов комплектующих. То есть мы не только сейчас зависим от... То есть еще и какие-то комплектующие. Да. Ну как бы диджей. А где это? Это движок, наверное, Это наоборот экология. Сюда вставляется мочевина. Бак мочевины, но он комплексный, к нему крыло крепится, еще что-то. То есть это такой сложный очень кронштейн, который встроен как бы... Конструктора творчество проявили шикарно. Сложнейшая деталь в итоге. Да. Выглядит простой, но это закладка на будущее. Молодцы. Я на главной площадке КамАЗа всегда привожу в пример сварщиков Туймазов. Варят очень красиво, сварные швы очень качественные. На КамАЗе, честно говорю, таких сварщиков нет. Вот здесь компетенция сварщиков вообще молодцы. А сколько у сварщиков зарплата? У сварщика зарплата у нас получается 45 тысяч средняя, 45 тысяч. Ну, если полная выработка месяца. А у нас не сделка, мы всех перевели на тариф, мы от сделки уходим, наша задача качество. А вы в 2 смены или в одну работаете? Сейчас мы загружены круглосуточно. Да ну. Да? Я круглосуточно, все. Станки пока все старые, да? Ну, есть обновления небольшие. Вот это вообще новая линия. Нам с Нефаза пришла, на ней не работали. Это линия по производству емкости наливной техники, то есть где возят бензин, алюминиевая. То есть вот мы ее смонтировали, сейчас будет шеф-монтаж, запуск у нас. У Нефаза в чем была проблема? У них вот эти емкости, вот это вот, они закупали в Европе донышки. Идет 8 штук на одну машину. В Европе закупали. 600 евро стоило. Мы освоили свой вариант за 200. То есть 8 на 2, 400 евро. Это сталь, да? Нет, алюминий. Сейчас вся перспектива это алюминий. Здесь мы поставили современные. Да, оно внутри, их 8 штук на одну емкость. Перегородка внутри. Да. И самая сложность, знаете, в чем была? Заказ ТФК, торгово-финансовой компании, поступает, а закупщики говорят, полгода в Германии. А сейчас все, он, пожалуйста, когда ему заказ, он все себе сделает, эти донышки освоил, компетенции есть у завода. Все оборудование новое. Вытяжки абсолютно новые для людей. Нам вот приятно, наконец-то мы вытяжные посты здесь сделали. На предприятии сколько работает? Вот смотрите, 1,5 года назад работало 525 человек, на начало года работало 695 человек, сегодня 847. Я набираю, я просто набираю все, мне не ограничен сегодня. Ради Фаридович, еще я хотел сказать про литейку и то, что мы сделали, и то, что мы предлагаем для предприятий Башкирии через Минпромторг. Когда мы пришли на предприятие, у нас литейка делала 2 тонны 15 номенклатуры, при проектной мощности 7. Сегодня нас КамАЗ дозагрузил, мы делаем при проектных мощностях 7, мы делаем 14 тонн и будем делать 25 тонн. А литейный цех где у вас? Он отдельный, его большой, И вот на КамАЗе литейный завод была стратегическая сессия, они хотят в аутсорсинг дать несколько тысяч литей. Я говорю, таких литеечек, в Башкирии много, мы сделали запрос в Минпромторг, в ТПП, подобрать все литейки, которые есть в свободной мощности. Литейный завод, директор литейного завода Днепр готов передать свою номенклатуру для отливок. Там понятно, что надо понимать, качество мы будем смотреть. Я понимаю, что такое так конвейера 200 машин. Но могу сказать, что вот основной завод КамАЗа литейный не сделал, а вот он сделал. И он На причем старом оставляет оборудовании, да? готовые. Ну, да, И он вставляет мы готовые. готовы, мы уже в обработке. Механическая обработка. Мы сейчас хотим сконсолидировать все литейки Башкирии и попробовать аутсорсинг это на КамАЗе прийти. Это в том числе и вот Кустанайский завод, это все один проект. А потребность вот таких изделий на каждый автомобиль от 4 до 6 кронштейнов на каждый автомобиль КамАЗ. Это все современные КамАЗы, К5, К4, то есть это тоже будущее. Ну, литейка, говорит, в 82 году он 12 тонн там делал, все, говорит, я больше никогда столько не делал, как сейчас. Они рады, они довольны. И как бы... У меня там сколько человек работает? 16 человек. И они, главное, что литейный завод готов брать еще, они ищут, где это сделать. Тут смысл какой? На большой литейке массовое все. А есть у нас номенклатурный ряд, он большой, мелкие серии, мелкие партии. Выгоднее здесь, у людей другое отношение. И качество получается за счет этого лучше. Где на массовой реке, а где вот на мелкой серийной, какая-то золотая середина, но у нас получилось. И эти станки вообще у нас не работали. Я, говорит, вот это ведро за год набирал, сейчас за 2 дня.
просто станки, которые стояли везде. Я сейчас круглосуточно людей набрал, плачу им тут зарплату по 70 тысяч ЧПУшники. Они на 4 станках у меня работают, довольны, и производство довольны. Столовая есть? Есть, да, своя, кормим бесплатно. Бесплатно? Да, рабочих. Это рабочим бесплатно. Здесь уже будет производиться сборка вот таких полуприцепов. Мы вам показывали его 2 месяца назад. Сегодня этот полуприцеп проехал 6 тысяч метров. Вот, Ради Фаридович, планировка по нахождению. Вот этот весь пролет полностью будет сборка, и вот этот весь пролет полностью сборка. Мы инструмент уже закупаем, он у нас на склады подходит. Здесь будет по 6 полуприцепов в день выходить. Это первые 2 части проекта, я не говорю про третью пока. Ради Фаридович, про экономические показатели расскажу. Получается, у нас по 2020 году мы перевыполнили на 100 миллионов, получили прибыль 7 миллионов рублей. По этому году мы уже получили прибыль 75 миллионов рублей, при плане минус 1,4. То есть мы идем с очень большим опережением, мы по апрелю сделали то, что нам надо было по году. Это наши новые разработки. Бункеровоз нашей разработки будет в БЦ-1 производиться с июля месяца. Это алюминиевая емкостно-наливная техника. Это наша традиционная техника, это насосы. Мы сегодня продали на той неделе 2 насоса, в этом месяце 2. Мы около, наверное, 10 в этом году продадим. Правда, рынок сейчас упавший, 40 всего насосов в год. Ну, один насос стоит в районе 16-20 миллионов рублей, поэтому мы один продаем, и нам очень хорошо от этого. 2-3 года назад их вообще не продавали. Здесь наш полуприцеп, у него управление все с сотового телефона, пневмоподвеска, подъем оси. Водитель, не выходя из машины, спокойно поднимает ось. Алюминиевая крыша для облегчения. Тент супер 900, это самый лучший тент. Вот это все на автоматике управляется? Да. Шторы, да, съемные, верхняя штора съемная. КАМАЗ стратегически освоит свои оси и будет оси КАМАЗ. А здесь будет центр компетенции по полуприцепной технике. Прицепной и полуприцепной. Ради Фаридовича много полуприцепной не было. Все расходится как пирожки. У меня только контейнеровоз остался. Просто все улетает, я не успеваю ничего делать. Потом только бетоносмесители наши, и вот контейнеровоз. Его отдали эксплуатантам, они посмотрели, покатали, сказали, отличный полуприцеп. Кто возил, тот ездит на Кёгеле, говорит, твой лучший. Он, главное, весь облегченный, весь на алюминии. То есть это самый легкий, производимый в России, и один из самых легких, производимый Европой. Ради Фаридовича, это здесь поперек уже наш идет сборочный конвейер. В запчасти даем 2 в день. 8 мы выдаем, давно такого не было. Рабочие рады, все довольны. Наконец-то работа пошла. Предприятие вздохнуло 2-й год работы. Хорошо вроде бы все идет. Шасси поставляем вовремя, в нужном количестве. По шасси сегодня, Ради Фаридович, все ищут КАМАЗы. У меня стоят они есть. Спасибо, КАМАЗы. Поэтому вот сейчас ждем только развития по технопарку. Корпоративные дела, все нормально, да? Да. А как я представляю директору здесь? Как я могу обижать? Нет. У нас, кстати, с региональным фондом все хорошо налажено, работа, даже после работы, совместно все работает, все обсуждается, все принимается. В итоге тогда мы подписываемся под это, дорожная карта есть, Да. Нам нужно финансирование обеспечить, получается, с 2022 года. Да. В это время будете проектировать и двигаться вперед. Самая большая проблема сейчас будет – это кадры. Надо менять программы, надо съездить, посмотреть, как это в КАМАЗе. У вас в КАМАЗе там сколько в набережных, сколько колледжей? Мы основные 3. Да? Колледж Поташова на заводе двигателей, потом колледж называется, где техникум, который я в свое время окончил, и еще филиал КАИ. Есть еще и училище. Наш министр вообще ездил, но мы еще отправим его, чтобы Они надо вам... подписали соглашение. Да, вот прям учитесь и... 700 мест у нас здесь колледж. Да. Мы даже с казахами я вчера встречался, они к нам, группа приезжает, мы их тоже будем обучать. По-другому никак. А пожарная техника, в вашем представлении, примерно когда документация будет готова? Когда на серийку можно выходить? Так, просто. Я думаю, что документация будет до конца года, это все сделано будет, продукт. А со следующего года, где-то с второй половины года, уже партии мы должны начинать делать. Уже так быстро, да? Я думаю, в следующем году мы обязаны уже освоить. Мы обязаны. Да? Все. А площадка-то готова у вас здесь?
Да, мы знаем, тут немного... А там, наверное, новые компетенции какие-то осваивать, конечно, надо, Но, нет? Или... самое наше главное – это окраска. Вот мы заложили в финансирование, потому что сейчас и клиент поменялся, и жизнь поменялась. Не просто функциональность этой пожарной машины или какого-то изделия, а стойкость лакокрасочного покрытия. Если у нас закладывалось сначала там 500-700 часов стойкости соляного тумаля, это было нормально, то сейчас мы выходим уже на 1500. Все наши новые изделия прописываются, и все наши технологии рождаются под это. Кстати, полуприцеп тоже там. Ну, будем тогда вот на это надеяться. Итогом вот этих действий мы даем второе дыхание, новое дыхание этому предприятию. Также получается, да, Илья? Да, хорошо. Вы получили ответы на вопросы? Все нормально, да? Начнем проект. Ну, хорошо. Ну, а для проектирования, чтобы начать, что нужно? Проектирование мы сами делаем. Да, я говорю, так начинайте. Мы уже начали. Мячик на нашей стороне, я Эту часть понял. делаем. Ладно, давайте. Спасибо. 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 Все. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Молодец. Спасибо. Радик Фаридович, а мы ведь очень заинтересованы в таких производствах. Ну, конечно. Конечно. Мы заинтересованы вообще в любых производствах. Но когда речь идет о машиностроении, обрабатывающем производстве, где самые высокие компетенции, где самые сложные. Знаете, купи-продай – это всегда легко. А сделать даже маленькое вот изделие, которое мы смотрели, это огромный труд, огромные деньги, это высочайшие компетенции. И они так быстро теряются, что потом не собрать. А вот здесь, вот, слава богу, там, мы долго вели переговоры с КАМАЗом, нас руководство поддержало. Здесь, во-первых, будет расширение производства и будет новое изделие. Это пожарная машина. Так что вот я думаю, что... Вот мы поэтому и отфиксировали, что новое дыхание этого предприятия. Но звучит-то как КАМАЗ сделан в Башкортостане. Ну так КАМАЗ, знаете, у КАМАЗа здесь несколько предприятий, так что мы КАМАЗ тоже считаем нашим предприятием. Спасибо. Следующий объект рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по Туймазинскому району – дворы жилых домов по проспекту имени Ленина и 70-летия октября. Там заканчивает ремонт по программе «Башкирские дворики». Рахматуллин Эдуард Фенерович, глава города, который вот все эти проекты ведет. Да, здравствуйте. 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 Здравствуйте, Андрей. Делаем для этого двора, но чуть-чуть зацепили этот двор, и они тоже просят. А так у нас проект подготовлен. Вот это, да, получается? Вот получается, вот этот дом. Я так понимаю, здесь сделали. Асфальт вот это уже все бросили. Вот Да. этого года. Это теплосеть делает, это верхнее, это А коммунальный. вот это что здесь будет? И потом травку или что? Это травка, но она не вошла пока. Мы на Ради следующий Фаридович, год вот будем дальше планировать проект вот большой дальше. туда вот идет. Там Мы вот отсюда. мы кварталами делаем обычно. Здравствуйте. Пришел ваш двор посмотреть. Очень рад вас. Но получше стало, нет? Нас? Да. Говорю, у тебя был. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я проживаю в этом дворе. Спасибо большое, что наш двор вошел по программе «Башкирские дворики». Нам все очень нравится. Здесь стоянку, чтобы доделали, здесь газон сделали, чтобы раз уж этот двор зашли, сделайте. Я домком 5Б. Мне тоже вот такую же заявку сделать на такой дворик. Можно, пожалуйста, доделать? Вот, Сейчас, через школу. Через школу, да? Да. Я Сейчас давайте бывший вот я- медработник, но пенсионерка давно. еще можно Но я болею за свой дом и за Конечно. свой двор. Пожалуйста. Давайте сейчас, я вам прямо сейчас решим. Я просто хочу понять, что Вы здесь знаете делать. же меня. Здесь дорожка, так, это детская площадка. Дома не доделано. Вот одна осталась там буквально. Вот Там, да? Вот этот дом. В этом году все эти дома у нас отпроектированы, подготовлены вообще комплексное развитие всей этой территории. Все дворовые территории уже вот, ну, как в проекте. Как вот по мере поступления средств мы сразу идем. А вот эти дома какого года? Здесь тоже живет? Заводчане жили раньше же? Или как? Я не Или- знаю, наши 48 лет мы уже живем. А, вот так. Ну, это тоже вот. И это тоже где-то Ради Фаридович, столько один из же. первых домов. Самые, одни из первых домов, Тоже да, столько же получается? примерно. Года, может быть, на год он постарше. А наш 48, вот 5Б. А в подъездах у вас как, порядок, нет? В подъездах? Подъездах чисто нам тоже. Здесь Башкирского дворика подъезда не было. Ну, нормально? Капремонт у нас сделали. А крыша не течет, то есть... Нет, буквально Только в том году отремонтировали. делали. крыша только... Мы с вами посоветовались, когда делать, да? Да, то И есть- дети смотрели, говорили вот так, такие. Они же знают, какие игры. Названия я не знаю. А они замечательно. Мальчишки, где вы? Ради Фаридович, вот ребенок Мальчики. хочет задать вопрос. Давай.
мы хотели, чтобы, Они разбежались. Вот чтобы они. здесь была, получается, спортивная Где? Вот, площадка. вон там, да? Да, вот оно место подготовлено, да. А сколько вот это вот стоит? Вот сколько денег заложено? Всего вот на этот блок мы просили 60 миллионов рублей. Вот это, наверное, дальше. Вот До туда. последнего дома, до последнего. да. Но мы ее делали вот комплексно, чтобы, если здесь детская, там А спортивная. вот это вот, чтобы вот это доделать, вот это сделать, и там первый спортивный блок, это сколько вам примерно надо? Ну, это миллион 15 точно. Миллион 15. Да. В этом году успеете отторговать, сделать? Рафич, успеем. Давайте мы тогда, да, мы сделаем тогда, вот эту часть сделаем, так? И первый спортивный объект сделаем, да. За это лето, чтобы сделать. Вот в прошлом году мы на дворы вам, Туймазам, дали 57 миллионов, а в этом году всего лишь 11. То есть разница, понимаете? Понятно. То есть этот год, вот сейчас мы вам еще там 15 дадим, переживите этот год. На следующий год где-то 40-50 миллионов мы дадим. Вот с главой сядьте. Я уж не буду вмешиваться, вдруг он обещал кому-то, да? Обещает, И сами, конечно. да. Но задача наша такая. Хорошо, спасибо. У меня был план, что к 2024 году 80% минимум дворов мы должны сделать. Спасибо Вот, вам нормально, большое. чтобы дети бегали, не царапались, и спортивные участки. Ну и пожилым людям тоже, чтобы здесь было. Ну, вот. Я хотела тоже вот что сказать. Я живу вот в этом доме, 1А. У нас бельевая площадка вот тут была. Теперь ее поставили вон туда, около магазина. И туда далеко ходить. Я, например, туда дойти не могу. И у нас на первом этаже почти все пенсионеры. Балконов нет, белье сушить негде. Как-то вот сделали бы нам поближе. Кстати, управляющую компанию попросим, как вот проект асфальта закончим, мы... На месте стоит, вот она бельевая, там же она осталась. Нет, по проекту нет. Я Нет, а вот смотрел он проект. говорит, стоит. Проект вон там на стене. Вот они Там заасфальтированы, сушилки ваши, вон сушилки пока там стоят. сушилки просто временно поставили. Там будет А по бельевая проекту вон там После стоит. окончания работ вот подрядчик вам говорит, Давайте, вот они же обещают, а я, когда они закончат, я когда приеду в следующий раз, вот, ну это осенью, я сюда все равно быстренько загляну, посмотрю, как они сделали. Вашу белевую я посмотрю, ладно? Чтобы не обманули. Ладно, вам доброго здоровья, не болейте, пожалуйста. Как с коронавирусом у вас, как переболели многие, нет? Да. Или Бог миловал? Да Бог миловал. А почему не вакцинируемся? Все нормально, не болеем мы, Не все знаю. крепкие люди в Туймазах. Но что-то вы не хотите вакцинироваться. Я вот вакцинировался, вот не поверите, я 3 вакцины сделал, 3 укола. Но я просто понял, что я болеть не хочу. Надо вакцинироваться. Вот поверьте, что ну, у кого нету там противопоказаний, вот, пожалуйста, вакцинируйтесь. Чтобы у нас вот в прошлом году и у вас, наверное, у кого-то на руках наши очень близкие люди умирали из-за этого. А смерть очень тяжелая, задыхается человек, не дышит. Это книга ужасов, на самом деле. Страшная болезнь. Поэтому берегите себя, пожалуйста. До свидания. Всего доброго. До свидания. Посмотрим. Сказали, что вам передать тут по поводу. Все такое. А, это Райманова. У нас проектирование, ты говоришь, да, проект. Да. Это Райманова. Ну, да. мы что обещаем, делаем, кстати. Спасибо большое. Лет 40 у вас тут не делалось воды. Ну, да, есть такое. Хорошо. Поручением оформите. Сейчас идет монтаж детской площадки. Электрики вот так у нас подходят, Радик, вот оформляет подстанции и все. Но она мягкая будет. Это резинка. Здесь полностью. Чтобы резинку не разрывать, сначала детскую площадку поставим, а потом единый залив. Чтобы плотно не было этих пятен, когда делаем. Площадка наши, нет? Наши проспект делает, да. А, это проспектовские, да? Но вас устраивает, нет? Да. Вот сейчас, Райфович, мы переходим на дворовую территорию, которую в прошлом году сделали. Еще и синхронизацию. Вот основной проект на всероссийский конкурс мы представили, проспект Ленина. Поэтому вот в комплексе... Коммунальники нас поддержали, сети меняют. То есть до проекта мы все сети поменяем. Вот здесь я вижу, вот это сделали, вот это сделали. Он уже год... Вот прорезиненный. Детская площадка. Спортивный там. А там садик, да? Там садик. Здравствуйте. Я зашел посмотреть, думаю, в прошлом году вроде мы денег немножко дали, двор отремонтировали. Нормально? Нормально. Не ломается ничего, не отлетает? Проверено все. Проверено? Ладно. Год уже прошел. Лучше стало? Вообще приятно. А в подъездах-то у вас чисто, нет?
Подъезды поддерживаете, да? У нас же то программы есть. Мы-то стараемся и двор сделать, и подъезд. Но раз у вас чисто, молодцы. Вот. Детям есть сейчас где играть? Даже не заходят там. Да. Ну, а раньше что было? Бурьян был, да, наверное, как-то? Нет, бурьян просто... Ну, жесткая, наверное, да. Площадка, песок, земля вот здесь. Да, вот. да. Ну, там такие ворота Стандартная мы сделали. советская площадка. Песочница, несанкционированная. Да, она ее тоже ругать не надо. Время было такое. Сейчас потихонечку вот люди уже такое хотят. В августе будет голосование. Мы подали большую заявку Туймазы, чтобы вот эту всю улицу, как это улица? Проспект Ленина. А как вы проект назвали? Проспект Ленина, Стержень города. Проект вот все сделать. 150 миллионов стоит. 150 миллионов. Это федеральный проект. Вам вот опять гулять уже потихонечку. Площадь мы уже начали, вы видите, делать. Площадь порядок привести. Вообще Туймазы очень красивый город. Очень рабочие люди. Я вот сюда люблю приезжать, потому что иногда в другие города поедешь, там проблем больно много. А тут предприятие работает, все работает. Вам спасибо. Спасибо. Вакцинируетесь, нет? Ждем новых проектов интересных. Будут. И на следующий год вот мы дворы дальше, вот тот двор туда пойдем дальше, там спортивные сделаем. А пока вот так, надо привести в порядок город. Где-то вот, я говорю, мы 3-4 года этим будем плотно заниматься, чтобы комфортно, хорошо отдыхать. Спасибо. Ну и радует, у вас предприятия работают. У вас много предприятий работают, потому что это вот работа. Чтобы ваши дети, мужья работали здесь. Было бы больше предприятий, конечно. Я знаю, конечно. Сегодня у нас, вот мы приехали, мы с КАМАЗом большие переговоры провели. И, значит, наш ваш завод автобетоновозов, значит, будет в 2 раза почти увеличиваться. Будем выпускать. Все мужчины, Я понимаю. Поэтому, кстати, вот когда здесь мы открываем хорошие места, вот сварщики, они сюда приходят на завод, потому что и зарплата там хорошая. Это и есть такая проблема. Мы ее за день не решим, но потихонечку. Градообразующим предприятием был стекольный. Это наша я знаю. На весь Урал. Сейчас руины сейчас ваши но там. Почему-то китайский пластик лучше оказался, чем наш. Ну не почему-то, но вот видите, в свое время упустили. Но сейчас вот у нас большая цель с КАМАЗом, вот ключевая история. Здесь вот если мы освоим производство пожарных машин, пожарные машины, которые в России будут производиться, здесь будет делаться эта сложная техника. Вот так. Ладно, доброго вам здоровья. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания. Вас за вашу работу. Спасибо, до свидания. Очень красиво сделали. Рафич, под качели мы другое уже сделаем, потому что стёкло. Молодцы какие, прям это, хоть в носках. Да? А дети так и бегают. Да. Хорошо, вот он на горы. И хорошо, что... Мягко. Так я о чем и говорю, я первый раз вот иду и прям это... Хочется обувь снять и босиком бегать здесь. Да. Это производитель вошел в реестр вот этого, да? башки, да? Вошел. Парковки большие сделали. Тут люди сами хотели. Девятиэтажки же, да? Люди сами просили. Да. Тогда. Тут кошмар был. Просто здесь хорошая спортивная площадка была. Ну, люди как хотят. А мы идем навстречу. Если люди просят парковки, делаем парковки. Им же здесь жить, не нам. Поэтому, конечно, так. Площадка-то как, понравилась вам? Мне очень понравилось, да. Мне детское мягкое покрытие понравилось. Видите, летать могут они с утра до вечера. А в этом году мы программу сократили? Существенно сократили, но мы в следующем году, надеюсь, увеличим. Спасибо.